Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В Любляне какой-то псих напал с ножом на водителя автобуса. В четверг, 5:30 вечера, в центре Любляны, на остановке Баварский двор, неизвестный вошел в автобус под номером 6 и резко острым предметом ударил водителя автобуса. После чего спокойно вышел из автобуса и неспешным шагом ушел. Водителя автобуса срочно доставили в больницу. Сейчас в тяжелом состоянии он находится в реанимации. По описанию свидетелей, нападавшим был высокий мужчина, 180-190 сантиметров роста, светловолосый, со светлой бородой, возрастом от 30 до 50 лет. Буквально через 2 часа полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний словенец. Мотивы сейчас выясняются. Не успели жители Словении отойти от радостной новости о бесплатном продлении годовой виньетки на 4 месяца, как депутаты порадовали новым подарком. В Словении депутаты одобрили закон о обязательной рождественской выплате. Работодатели должны будут выплатить сумму каждому сотруднику в размере 639 евро. Выплата полностью освобождена от налогов и социальных взносов. Срок выдачи до 19 декабря. Но если у компании есть серьезные финансовые трудности, срок можно перенести на конец марта. Кроме того, закон предусматривает доплату для пенсионеров в размере 150 евро. Ее планируют выплатить до 19 декабря. Против закона проголосовал всего лишь один депутат – Миха Кордиш. Бизнес-сообщества выражают опасения, что рождественские выплаты могут оказать серьезное давление на финансово слабые компании. На самом деле все эти подарки связаны с предстоящими выборами. Премьер-министру Словении Роберту Голобу предстоит весеннее переизбрание. И он делает такие щедрые подарки избирателям, правда, за счет бизнеса. Прямо как Робин Гуд. До февраля 2022 года Словения активно выдавала туристические шенгенские визы россиянам. Порой количество выданных россиянам шенгенских виз доходило до 12 тысяч в год. Сейчас же это количество сократилось втрое. В целом по Евросоюзу количество выданных туристических виз россиянам упало с 4 миллионов до 500 тысяч выданных виз. В последние годы в Словении наблюдается значительный рост россиян, имеющих постоянный или временный вид на жительство в Словении. Например, на момент 2021 года в Словении насчитывалось 4093 россиянина с видом на жительство. В этом году, по состоянию на октябрь, такие виды на жительство имеют уже 6570 россиян. Многие обеспеченные россияне выбирают в сегодняшних реалиях делать не туристическую шенгенскую визу, а получать европейский вид на жительство. Получается, что для россиян сейчас легче получить туристическую визу в Северную Корею, чем в шенгенскую зону. А если вы все же вместо Северной Кореи выбираете переезд в Словению, и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов и помощь в поиске жилья в Словении, смело пишите мне на электронную почту helga329@gmail.com. В главной клинической больнице города Марибор, УКЦ Марибор, уволили 2 сотрудников с фальшивыми дипломами. Возможно, с русскими дипломами. Первого сотрудника с фальшивым дипломом выявили по анонимному доносу. После этого руководство больницы провело проверку дипломов остальных сотрудников и выявило еще одну подделку. Как вам такое? Например, нейрохирург с поддельным дипломом. В свою очередь, директор Мариборской больницы заявил, что пациенты не успели пострадать от рук данных сотрудников. Как так получилось, что люди с поддельными дипломами смогли устроиться в главную больницу города? Оказывается, при приеме на работу они предоставляли нотариальные копии документов. И обязанность нотариуса была в том, чтобы проверить данные документы на подлинность. Директор пообещал, что дополнительно проверят все дипломы сотрудников. Похоже, полбольницы будет уволено. Во вторник к зданию правительства Словении пришел полицейский из словенского региона Штырия, он же по совместительству блогер. Как заявил сам мужчина, он хотел передать премьер-министру Роберту Голобу незаконное оружие. И как он сам заявил на видео, которое снимал
и в прямом эфире выкладывал у себя на странице Facebook, оружие было не настоящим. По словам самого полицейского блогера, таким образом он хотел привлечь внимание к новому закону, по которому любой человек, хранящий у себя дома незаконное оружие, может его сдать без последствий уголовного преследования. В итоге мужчину задержали, сейчас ведется экспертиза на подлинность оружия. Неужели ему вменяют незаконное хранение оружия? Целый город из Боснии и Герцеговины переехал в Словению. Количество работников из Боснии и Герцеговины, переехавших за последние десятилетия в Словению, сопоставимо с одним боснийским городом. За последние 10 лет в Словению приехало более 125 тысяч работников из Боснии и Герцеговины. В 2024 году в Словению переехало более 33 тысяч человек, среди которых 36% граждане Боснии и Герцеговины. Причины такой миграции банальны. Лучшие условия труда и более высокие зарплаты в Словении. С 11 ноября 2025 года в Словении больше нельзя держать собак на цепи. Отлично. Теперь нас будут кусать еще и собаки. Хорошо, что поводок на прогулке остается обязательным. По прогнозам, в Европейском Союзе к 2050 году будет 500 000 человек возрастом 100 лет и старше. Это настоящий вызов для пенсионной системы, систем здравоохранения и социальных служб. Это, скорее всего, скажется плохо на экономике. Мало здоровых, активных и работающих людей. Но зато много пожилых, больных и отдыхающих пенсионеров. Но зато у нас есть хороший шанс быть среди числа этих долгожителей. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 13 до плюс 14. Дождь. Спасибо, Алиса. Ребята, подписывайтесь и ставьте лайки. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. Пока-пока, до новых встреч!